Я бы хотел выступить на две темы. Первое. Почему мэр Бишкека или вообще мэров в Кыргызстане должны выбирать горожане или население? И почему это важно? И второй вопрос, я бы хотел добавить вторую тему. Это в настоящее время в мировой политике очень важная тема. Я бы хотел сказать о национальной конкурентоспособности. Потому что они друг с другом очень взаимосвязаны. Первое. Почему мэров мы должны выбирать? Горожане. Я тоже городской человек. Я тоже здесь живу. Моя регистрация, моя прописка в городе Бишкек, хотя я родился в Таласе. Потому что самое важное, многие говорят, мы должны исследовать, мы должны проводить какие-то социологические исследования. Почему мэра должны выбирать горожане? Я с ними не соглашусь. Единственная истина – это практика. А практика говорит, во всех хороших странах, во всех развитых странах городов мэров выбирают горожане. Это уже практика, это уже истина. И этим все сказано. Мэра Парижа, мэра Лондона, мэра Токио, мэра Куала-Лумпура, да везде выбирают горожане. Это уже доказательство, это уже истина. Поэтому мы не должны спорить, должны выбирать, не должны выбирать. Я знаю однозначно, мы должны выбирать мэра города Бишкек. И все. Второе. Если мы можем выбирать президента, Джугорку Кенеш, да почему мы не можем выбирать мэра города Бишкек? Третье. Кто будет назначать, кто будет выбирать мэра, мэр будет работать на того человека. Если мэра выбирают кланы, если мэра выбирают тайно власть и городской кенеш по указке властей, они будут работать на них, не на нас. Я хочу, чтобы мэр работал на горожан. Четвертое. Если мэра будут выбирать горожане, мэр будет уверенный в себе. Мэр будет ответственный, потому что за ним будет стоять народ. Почему мэры боятся? Почему мэры бегут в власти? Да потому что мэр прежде всего зависит от властей. Они снимут с работы. Поэтому он прежде всего служит власти и тем людям, которые его выдвинули. А когда мэра выбирают, он будет ответственным и уверенным в себе. Четвертое. Когда мэра будут выбирать горожане, мэр будет бороться за свою власть, за свои деньги, в хорошем смысле слова. Он будет бороться за городской бюджет, он будет бороться за новые налоги или убирать те или иные налоги в зависимости от интересов горожан. Пятое. Если мэра будет выбирать горожане, невозможно будет давить на него. Он, опять же, будет уверен горожанами. Сегодня на мэра давят, то землю забирают. Давят, то того чиновника поставят или того чиновника убирают. Мэр полностью зависим от властей. А когда мэра выбирают люди, мэр будет зависим только от горожан. И он не будет бояться. Вот эти вещи нас заставляют думать, требовать и бороться, уважаемые горожане. Мы должны бороться. Просто так в Кыргызстане ничего не бывает. Если мы хотим хорошо жить, если мы хотим выбирать своего мэра, мы должны бороться. Просто так ничего нам не дадут. Требуйте, боритесь. И я буду с вами обязательно вместе. Теперь последнее. Мы хотим жить хорошо. Мы хотим много зарабатывать. Мы хотим иметь хорошую медицину. Мы хотим иметь хорошее образование. У нас они есть? К сожалению, нету. Почему нету? Есть одна причина. Я в конце скажу.
Поэтому в мире сегодня говорят о национальной конкурентоспособности. Мы во всемирной конкуренции, если мы хотим привлекать инвестиции, если мы хотим зарабатывать много денег в нашу страну, мы конкурируем с нашими соседями. Прежде всего это Китай, второй это Казахстан, третий это Узбекистан. Как вы думаете, мы с ними можем конкурировать по богатству? Нет. У нас есть нефть, как в Казахстане или Узбекистане? Нету. Мы сильнее, чем они в области образования, в области ума. Как вы думаете? Нет ответа. Чем мы можем с ними конкурировать сегодня? Единственной вещью. Мы должны делать то, что они не делают. Что они не делают? Я уже ответил. Они мэра не выбирают. У них нет эффективного управления. У них нет сильной местной власти. Если мы это сделаем, выборность мэров, эффективное правительство, сильная местная власть, мы будем сильнее них. Наша медицина будет сильнее них. Мы можем больше привлекать денег в Кыргызстан. Мы можем быть умнее них и их обогнать в мировой национальной конкурентоспособности. Это для нас важно. Поэтому я говорю, что я в конце сказал, что в конце скажу. Если мы не сделаем выборность мэров, если мы не сделаем реформы в нашей стране, судебно-правовую, административную, сильную ветвь власти, мы не можем их обогнать. Мы останемся такими же бедными, слабыми, как и сегодня. Поэтому мы все должны делать то, что они не делают. Это выборность мэров.